Когда мы уехали, 13 лет мне, в соседнюю республику поехали, Каракалпакистан. Есть такая республика, в интернете посмотрите, найдете. Тоже тяжело было, работы не было. 8 человек семьи были. Родители, братья, сестры. Там работы не стало. Когда развалился Союз, я работал на стройке. В Беларуси? Да. Начали сократить людей. Разные предприятия работал. Работал сторожем несколько лет. Мне нелегко было найти работу, потому что местный самый, многие безработные были. Ответили, мы только русских берем, не русских не берем. Жильем когда работал, жил в общежитии, а потом когда уже не стало работы, по просьбе администрации я ушел. Я стал инвалидом, много тяжести поднял на стройке. У меня сердечная недостаточность, астму имею, хронический бронхит имею, с легкими тоже проблемы. Да, я брал тяжелую работу. За всю жизнь даже $200 не было. Самая большая зарплата. Маленький, но что поделать? Обманывали на стройке. Сколько бы ни дали, я довольный был всегда. В некоторых местах вообще не платили. У меня такой характер. Не люблю ругаться. Стыдно просить. У меня сейчас 240 рублей пенсия. $90. Не хватает на жизнь, конечно. За квартиру, коммуналки, лекарства надо купить. Где-то, наверное, рублей 100 гречки покупаю, макароны покупаю. Так и живу. Мясо, конечно, не по карману. Я в основном кости покупаю, куриные. Куриные, говяжьи. Да, больше 10 лет нормально не питался. А вот моя одежда, все. Хватит. Несколько человек тут. Моя еда, кефир, все. А остальное все? Чужие. Куда бы ни ходил, цены кусают везде. Это коммуналка, несколько человек живет тут. Швагерка, семейная пара в соседней комнате. Я стоял на жилье до 13 года в очереди. Сказали, сняли за то, что не проживаю, где прописанный там. Я пожаловался много куда, насчет жилья. Говорят, надо судиться. А суда оставили без движения. Сейчас я зарегистрированный ночлег бездомных на Обшасово. Давно не покупал газеты. Иногда бабки продают за копейки несколько штук. Еще раздают некоторые люди бесплатно.
Читать люблю. Газеты читаю в основном. На книги денег нету. Конечно бы читал. Нету телевизора. Не было никогда. Жизнь такая сложилась. Я чувствую себя белорусом. С 92 года я гражданин Беларуси.